Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 13 декабря. Это вторник. Смотрим с вами все знаки от Овнов до Рыбок в двух частях на колоде, которая называется «Цыганский пасьянс». Так, Овны первые, 13 декабря. Смотрим, Овны. Покажите мне события. Так. Сразу же общение с другом-подружкой будет во вторник. Замочек, откроются какие-то тайны, секреты. Ну, возможно, подружка или друг расскажет. Конверт. Вы можете что-то получить в этот день. Ну, либо какой-то документ. Может быть, посылку. Гости. Успех. Успех, связанный с работой и делами. Застолье. Дорогу нельзя. Интимная связь. Кровать. Ну, кому это, конечно, актуально. Верность. Пара. Здесь нет. Смотрим вертикали. Нет. Подсвечник нельзя. Луну нельзя. Здесь нет. Получается, у вас в этот день общение с другом-подружкой. Узнаете какую-то тайну. Гармоничные отношения в паре. Кровать. Успех. Получение, гости и застолье. Просто вот чудесный день у вас, Овны. Во вторник все события очень хорошие. И касательно дел, касательно личной жизни. Так что все хорошо у вас. Благодарю за внимание. Переходим к тельцам. Так, тельцы. Смотрим. 13 декабря. Вторник. События для тельцов. Покажите мне. У вас выпадает колодец. Это разочарование, печаль. Ну, печаль даже скорее не разочарование, а именно что-то может вас опечалить. Сейчас, может быть, покажут карты, что именно. Деловая встреча выпадает. Может быть, как-то встреча пройдет не так, как вам хотелось бы. Свидание и хорошее настроение. Так что, видите, печаль ваша будет длиться не сильно долго. Дерево приглашения. Проверяем горизонталь, вертикаль. Подсвечник. Первая горизонталь. Подсвечник — это надежды. Здесь нет, нет, нет. Нет, нет.
Ну, больше я не нашла. Ни по горизонтали, ни по вертикали. Получается, с утра может быть какая-то печаль. Ну, дальше как бы все налаживается. Потом идет деловая встреча, идет свидание, либо приятная встреча, если свидания не может быть. Хорошее настроение, приглашение и надежда. Также есть у вас в этот день, на что-то вы надеетесь. Так что вот минус только будет с утра. Причем, если другие события не указывают, да, то есть нет ни конфликта никакого, ни змей, ничего, да, такого не выпало, то, возможно, эта печаль, знаете, не касается вас лично. Может быть, там какая-то плохая новость, да, то есть там прочитали с утра в интернете, ну, либо кто-то там из коллег рассказал, то есть когда не касается вас лично. Расстроились и через 3 минуты забыли. Это может так еще проигрываться. Благодарю за внимание и перехожу я к близнецам. Близнецы, 13 декабря. События дня. Вторник. Новость, информация придет, скорее всего, в электронном виде. Будет эта информация. Змея. Общение с человеком, у которого длинный злой язык. Гости. Чашка. Смотрите, еще могла быть тайное свидание, тайная встреча. Если вы первое увидели, да, вот это событие, значит, у вас оно проиграется. Тогда гости не проиграются. Я первые гости увидела. Любовь. И решите какой-то вопрос в этот день. Ножницы. Чемодан, разлука еще может быть временная. Когда кто-то куда-то уезжает или наоборот приезжает с чемоданами. Угу. Значит, получается, вы получите информацию в этот день. Возможно, будет с кем-то разлука, расставание, или наоборот, если были в разлуке, то будет встреча. Змея, общение со змеей, гости, все хорошо в личной жизни, любовь и решение вопроса. Может быть знакомство, если у вас еще нет любимого человека, два сердца иногда так проигрываются. Ну, вот такой день, в принципе, все события хорошие, кроме вот змеи. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу я к ракам. Так, раки. 13 декабря. Вторник. События для раков. Успех. Может быть, еще победа.
Цыпленок, общение с детками. Так, пропустила сундук. Сундук — это прибыль. И также еще есть печаль. Повод мне пока непонятен. Смотрите, у вас тут, да, все хорошо, как бы успех, прибыль. Непонятно, почему печаль. Череп нельзя. Ножницы, решение вопросов. Опять же хорошо. Да, то есть решение вопросов успешное. Ага, вот. Все-таки есть. Выпало. Расчески. Неприятность. Неприятности, поэтому и печаль. То есть какая-то неприятность может быть у вас во вторник. Чемодан, разлука. Временная. Цветочек нельзя. Два сердца нельзя. Я эту карточку сюда не могу положить. А сюда не могу положить, потому что у меня же зафиксировано. Здесь нет. Получается, да, вот так все хорошо было в начале, да, то есть общение с детками, успех, прибыль, решение какого-то вопроса, плюсики, да, одни. И получается минус. Скорее всего, во второй половине дня может произойти какая-то неприятность. В этой колоде я не могу сказать, по вашей вине, не по вашей вине. Но на всякий случай будьте осторожны, может быть, удастся избежать. И вот это как раз, эта неприятность вот вас очень сильно может разочаровать. Ну, скорее всего, да, бывает именно обидно, когда ты сам виноват, да, то есть твоя ошибка приводит к неприятности. Конечно, это еще сильнее разочарует, чем когда кто-то, да, что-то сделал. Вот такая информация для вас, раки. Предупреждение. Будьте внимательны во вторник. Не наделайте ошибок. Благодарю вас за внимание. Я перехожу к львам. Смотрим. Левушки. Декабря, вторник. События для львов покажите мне. Замок. Может открыться какая-то информация, которая была от вас спрятана. Вы об этом ничего не знали. Событие. Может быть в этот день праздник. Хорошее настроение. Рядом с праздником ложится. Конвертик. Ну, конверт получения, да, обычно показывают, мы что-то получаем. Но может быть, как вариант, вместе с событием, да, конвертик. То есть, либо вы дарите конвертик, либо вы получаете конвертик, если у вас событие. Интимная связь, кровать. Может еще быть. Застолье. И цыпленок еще, видите? То есть я когда достала карточку, можно было либо цыпленка, но я бокал увидела. Если вы увидели цыпленка, значит у вас проиграется общение с детками. А бокал — это застолье. Также бабочка — деловое общение.
И видите, получается, в деловом общении рядышком, да, выпали деловое общение и конверт. Скорее всего, вот в этом общении вы получите что-то. Хотя может по-разному проигрываться. Горизонтали, вертикали у вас нет совпадений. Смотрите, еще мог быть успех. Вот тоже, когда я доставала вот эту карточку, можно было сделать кровать, а можно было сделать успех. Но я кровать увидела первое. Если вы увидели венок, значит, у вас проиграется успех. Важно, что именно вы увидели, а не я. Так, получается, в этот день откроется какая-то информация, которая была скрыта. Будет праздник, может быть, даже вот прям застольем. Хорошее настроение, получение чего-то, общение деловое и интимная связь. Замечательный день. Плохих событий вам не выпало, львы. Благодарю за внимание и перехожу я к девам. Девы. 13 декабря. Вторник. События дня для дев. Покажите мне, пожалуйста. Конфликт. 2 меча. Рыбу нельзя. Приглашение. Неприятность. Ну, тут, в принципе, показываю, да, какая. То есть неприятность – это конфликт. Удача. Подарок и кровать. Кровать, интимная связь. Луна. Также, смотрите, еще есть луна. Это событие, которое повторяется каждый месяц с вами. В этот день, может быть. Ну, здесь я не вижу. Получается, из минусов, да, то есть с утра может быть неприятность, это будет какой-то конфликт. Причем мечи всегда показывают острый. Это не так, да, что поругались и забыли. Нет, это вот именно острый конфликт. Поэтому, ну, при желании, конечно, можно избежать, да, то есть не ругаться. Дальше, в принципе, ситуация налаживается. Может быть приглашение, удача будет на вашей стороне. Вы можете получить подарок или подарить подарок, интимная связь, и также будет какое-то событие, которое все время повторяется с вами. Ну вот идти дальше как бы все хорошо. Единственная ситуация, да, это вот этот вот конфликт. Вот такая информация для вас, девы. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам, а знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку на вторую часть я всегда для вас оставляю под видео в описании. Если вы вниз прокрутите, вы там найдете. Ну, также на моем канале можно найти, да, зайти в вторую часть. Можно написать в комментарии запрос. Ну, это просто будет дольше. В общем, жду вас во второй части.